شيء دايما شيء شر صعب عايز الشيخ يرجع هو عنده مدة إنسان كده سيجالا يشوفهم كده ترى يقولوا يشوف ناس كلوا يسيا وين على القلوا يسيا وين يعبوك شوي كم على لا كوش بوغيل ولا جوهر وجه العمار شو وليس شو بعض جوهر مثلا ده انت بعد كنت تقول ما سوي شيء شكل الشيء ده كده عشان تبقى مركز دو ايش تبقى مركز دو مثلا هي شكون قرأت دي مار شو ولا لسه وغير شيء ده كده عشان زي صدقني ياس دي وين مار شو شو خلص وين يعني اللي خرصون يعني اللي خرصون يخرصون يلي او دنيا جوا نظام صار نقزاني هم بيجيبي وندير خاطر دردات كندر لا لا وريد ايش ستيس اللي مارشو اللي خاطر اللي مارشو بيجيبي هرو زيدا اتونير دردم شتات كون ملوديتشي لا دي عبارتي لا لا روم لسه ده برو مثلا لسه هو Nie, serioso, sono Francia, danke. Сегодня мы собрались в связи с годовщиной, 75-й годовщиной депортации, геноцида под видом депортации чеченско-ингушских народов. В эти трагические дни для наших народов чеченцы и ингуши потеряли 60-70% населения. Пока все мужчины
насильно были, кто насильно, кто добровольно были отправлены на фронт. Во времена Сталина по-другому быть не могло. Женщины, дети, старики, больные, все загружены в скотские вагоны. И пока защищали мужчины советскую власть, Советская империя таким образом подло ударила в спину, при этом назвав чеченцев предателями. Также то же самое происходило в царской России. Теперь, когда в 1991 году к власти пришли российские демократы, так называемые российские демократы, то же самое повторили эти же демократы. Россияне могут, русские могут одеваться в любые одежды, при всем при этом они остаются имперцами, при всем при этом они остаются противниками прав человека. Для них уничтожение целых народов, для руководства этой страны является обыденным делом, которым они на протяжении веков занимаются. Сегодня мы сейчас вспоминаем геноцид 75-летней давности, но на глазах у всего мира сегодня произошел геноцид чеченского, он продолжается по сей день. Чеченцы потеряли 300 тысяч, 30% от своего числа людей, 42 тысячи детей погибло за 2 российско-чеченские войны. На сегодняшний день Чечня загнана в средний каменный век. Любая точка зрения, любое мнение против оккупационной власти или коллаборантской власти, которая установлена в Чечне, карается смертью, пытками, нечеловеческими пытками. Имею огромное количество информации по этому поводу. Многие людей тут в Германии оказываются. Но при всем при этом европейцы, западные страны потакают путинской преступной клике и выдают чеченцев на пытки и смерть в Россию. Хотел бы, пользуясь случаем, обратиться, чтобы не выдавали чеченцев России, чтобы проводить расследования по фактам нарушения, проводились расследования. И в связи с этим хотелось бы напомнить, что невыученный урок истории обязательно повторится. И тоже доктор Bärbel Kofler, она полномочия по правам человека, это правительство в Германии, касается Беслан Эскарханов, выдача в Россию. Вот, уважаемая фрау доктор Kofler, уважаемые дамы и господа, я обращаюсь к вам о помощи, чтобы остановить в конце следующей недели планированная выдача чеченского азиланта Беслана Эскарханова в Русской Федерации. Не верится упреки, которые мне делают. Он как будто участвовал в 2001 году, значит, во время Второй Чеченской войны, когда Чечня была под сапогами русских солдат, это когда страна была разрушена бомбами и материалов этом вообще очень много есть. Вот в это время он должен участвовать в воровстве, и как будто этот документ сохранился в это время. В это время сотни чеченцев арестовали под фальшивыми обвинениями и питали в русской федерации лагере, и также тоже Беслана Эскарханова сама. И именно в это время это доказание, вот это его, что он совершил, это как будто сохранилось. Беслан Эскарханов, он объявился противником режима Кадырова и получил в Польше субсидиарные защиты. В Германию никогда не послушивая о своей причине азыла, не от Bundesamta миграции, но от Oberlandesgericht Brandenburg, который вот считается, что его можно выдать. Для меня это совсем непонятно, что правовое немецкое государство, которое мне дал Bundesverdienstkreuz,
что немецкие судьи, МИД Германии и Bundesamt für Justiz признают это в правовом форуме документы, которые в Чечне и в очевидном это неправовой системе это совершили и фабрицировали. Даже если русская сторона дает гарантии держать все конвенцию и Эскарханова не судите в Чечне, но в Ростове это очень мало значит. Это судьи в Ростове не меньше коррупты, как в Чечне. И чеченцев в России очень хорошо ненавидят. Это будет, что в русских тюрьмах их будет унижать и издеваться над ними. Обратите внимание на досье Светланы Ганушкина, они известны об этом. Беслан Эскарханов очень тяжелый болен, у него гепатитис С. Он не выживет, это долгие штрафы в русских тюрьмах и лагерях. Его супруга, 4 дети, от 5 до 9 лет, они в отчаянии. Я апеллирую на вас, это крестьянскую совесть, и все делать, чтобы до выдачи Беслана Эскарханова припасывать. Я его давно знаю, и я убежден, что он ни в чем не виноват. А здесь еще цитирую, кто за его дело отвечает. Вот это проводит его выдача этой Генеральной прокуратуры земли Бранденбурга. Вот адрес и телефона и его адвокатица Йоанна Кюдер. И потом еще добавлю, если сейчас кому нужно, можно обратиться ко мне. Существуют очень хорошие новые статьи о ситуации в Чечне, которые опубликованы в очень известной немецкой газете Süddeutsche Zeitung. Это писал Флориан Хассель, известный журналист. И существует очень хорошая студия. Это Stiftung Wissenschaft und Politik о ситуации в Чечне и еще статья в журнале Freitag. Кому это надо, кто хочет поддерживать дело азыла, это может ко мне обратиться, я ему выдам. Вот спасибо за внимание.